Человек и общество – это и тема наших бесед, лекций, как хотите, так и называйте. Это и проблема. Проблему эту мы с вами вряд ли сможем решить, но обсудить, и, я надеюсь, плодотворно, мы сможем. Это вам поможет. Эта тема обсуждается и в вузах, в университетах, и институтах, и академиях, что там еще сейчас есть. И даже в старших классах школ. Наш курс призван вам помочь понять сущность этой проблемы, ее значение, строение, ну и, естественно, то, в чем ее практический, а не только теоретический эффект в человеческой жизни. О себе я вам много говорить не буду, я профессор, член ряда академий, научных обществ, написал несколько книг. Вот две из них «Наука понимать» и «Пространство возможностей», может быть, смогут вам помочь, если вы заинтересуетесь этой проблемой, которую мы обсуждаем. Все-таки книги, они достаточно толстые. Впрочем, сейчас вы пользуетесь CD-ROM. Вот удобнее ли это, чем книга, я не знаю. Еще в начале прошлого века один философ, не буду его называть, проклинал этого Гутенберга за то, что он облизал своим медным языком всех писателей, и они потеряли лицо и характер. Как вы помните, ужасное деяние Гутенберга состояло в том, что он предложил печатать, а не переписывать книги. Думается, значение этого деяния историческое, ну и то, что мы начали пользоваться CD-ромами, тоже исторический рубеж. Так вот, мы начнем наш курс не с человека и не с человеческого общества, а с того места, которое человек занимает во Вселенной. Мы подойдем к этому вопросу исторически. В Древнем Египте небо символически рисовалось эротически изогнутой женской фигурой, поглощающей солнце ртом, это закат, и порождающей его лоном, это восход. Эта изогнутая фигура едва касается пальцами земли. И вот так представляли себе мир древние египтяне. В Месопотамии земля возвышалась над запретным морем, и они были накрыты твердым цветным куполом неба. Для древних греков солнце было Гелиосом на золотой колеснице. Для индусов земля возвышалась постепенно вверх к центральной горе, на которой пылало пламя. Вокруг моря, овивая мир, лежала змея. А вот этот средневековый паломник достиг горизонта, высунул голову из-за небесного купола и увидел механизмы, которые, как некогда считалось, приводят небо в движение. То есть он вступил в трансцендентное царство за голубым горизонтом, за пределами обычной реальности. В иллюстрации предпринята попытка передать средневековую концепцию Вселенной и выражены некоторые оттенки того смысла, которым обладало небо для наших предков. Чтобы понять его, нужно разбираться в подоплеке мифов, легенд, узнать символические функции, которые выполняют самые, что ни на есть, физические объекты. Если вы сравните эти многообразные, но в общем похожие картины, то впечатление, что мир как бы накрыт полусферой, у вас останется. Это впечатление отражает действительные особенности восприятия мира. В нашей памяти фиксируется так называемый сфероид социальной перцепции. То есть в нем зафиксировано
и узнается все, что вы достаточно часто видите и слышите. То вот от облика ваших близких до государственных флагов, звезд. Сфероид – это не совсем точное подобие шара. Социальная перцепция – это восприятие мира, обусловленное нашим взаимодействием с обществом, с другими людьми. Что чаще повторяется, то лучше и прочнее закрепляется в памяти. Со сфероидом социальной перцепции прямо связано наше отношение к миру. Иначе говоря, субъективная реальность, наш внутренний мир, не полностью тождественна объективной реальности. Объективная реальность – это весь мир, а субъективная реальность – это частичное, неполное отражение мира, в котором мы существуем. При этом наш внутренний мир объемлет то, что для нас существенно, то, что повторяется на протяжении нашего индивидуального существования. Лица своих родителей, например, вы ни с чем не спутаете. Вы их часто видите. Но эти лица все же меняются с возрастом на протяжении жизни. А вот большую и малую медведицу вы не спутаете с другими звездами, потому что они не меняются не только на протяжении вашей жизни, но и на протяжении жизни целых поколений. Но не всегда это было так. Вот кто действительно не знает большой медведицы, и легко объяснить, почему она большая, ведь есть созвездие малой медведицы, тоже очень похожее на нее, но поменьше размерами. Но кто знает, почему она медведица? Есть веские основания считать, что имя медведица существует, по крайней мере, 100 тысяч лет. Дело в том, что 7 ярких звезд этого созвездия имеют разнонаправленные собственные движения. Поэтому их конфигурация на протяжении веков, многих веков, меняется, несколько изменяется, так лучше сказать. И сейчас очертания этих звезд с медведем, в общем, ничего общего не имеют, напоминая скорее черпак, ковш. Даже и такое название распространено. Большой ковш. А вот 100 тысяч лет назад дело обстояло иначе. Фигура ярких звезд была ближе к медвежьей. Профильный рисунок медведя создавался 6 звездами, а 7-я, Бенеташ, как бы привлекала взоры зверя, задравшего морду. И потому этот зверь-медведь, что он смотрит на медвежонка. Вот это, может быть, и объясняет, почему созвездие оказалось медведицей, а не медведем. И если это предположение правильное, то оно означает, что 100 тысяч лет назад люди уже разговаривали, и в языке было наименование медведя, скорее всего, пещерного медведя. А вот позднейшие мифологии обратили это созвездие в повозку. А ориентир кочевников, полярная звезда, обратился в золотой гвоздь, вбитый в центр мироздания, и в тюндык, ту верхнюю часть юрты, которая и поныне изображается в гербах Кыргызстана, например. Небо было крышей, и в центре был тюндык, полярная звезда. Однако в древних мифах большая медведица ведет себя подобно медведю. Она бродит, засыпает, то есть умирает сезонной смертью, и весной возвращается к жизни вместе со всем миром. Он умирает и живет вечно, этот медведь, этот великий ковш, из которого льется поток жизни. Разумеется, небосвод – источник вечных мифических интерпретаций, таково уж его понимание. Но особенно пугает людей то, что не повторяется, то, что не всегда появляется в кругу расчисленных светил. Причем, мало ли, ведь события могут быть не обязательно вымышленные, а реальные, имевшие место на небосводе. Вот оценки могут быть вымышленными, неточными, ошибочными. Причем события эти приобретают мифологическое значение в массовом сознании.
Об одном из таких событий писал в XIX веке Беранже. На нас летит ужасная комета. Ее послал разгневанный Творец. Бессильны мы. Обречена планета. Погибло все. Неотвратим конец. Формулировкам Беранже может позавидовать иной историк. Они сжато и с безупречной точностью отражают мироощущение тех, кто с ужасом видит восходящую на небосклоне комету с ее гигантским сияющим хвостом. Ее прислал Господь. Она уничтожит землю. Мы ничего сделать не можем. Так или приблизительно так считали в средние века. И столь единодушен был тот ужас, что современные ученые составляют даже графики совпадений во времени между появлением комет и эпидемиями чумы и гриппа, считая, что одним только видом сияющего на небе хвостатого гостя из глубины космоса такие сдвиги в массовой психологии просто нельзя объяснить. Уж больно велик был этот всеобщий ужас. По латыни комета – это стелла кренита, волосатая звезда. И вот из ее пылающих прядей, как искры, сыплются несчастья. Между прочим, так считал Гомер. Но и 1000 лет спустя кометы будили мрачную человеческую фантазию. Вот появление кометы 1528 года было столь пугающим, что по свидетельству французского хирурга Амбруаза Паре, некоторые люди заболевали и даже умирали от ужаса. Она выглядела, по его словам, как огромная изогнутая рука, грозящая земле мечом. Ее сопровождали секиры, алебарды, ножи, бородатые головы с клокоченными волосами. Выслав заметных гостей из космоса на небосводе, надо надеяться, не замечали. Даже комета Галлея, в прошлом весьма эффектная, в свой очередной недавний прилет выглядела довольно скромно. И тем не менее, когда на ночном небе засверкала комета Гейла-Боппа, на телевизорах возникли врачи и полицейские, увозящие 39 сектантов, покончивших жизнь самоубийством, в надежде попасть на следующий в кометном хвосте или за кометным хвостом ЮФО, в общем, НЛО. Пушкин говорит о беззаконной комете в кругу расчисленных светил. Коснемся теперь самих расчисленных светил. Это Солнечная система, прежде всего. Как сказано у Максимилиана Волошина, Антоний видит бег планет. Но где же цель? Здесь цели нет. Современного человека это не потрясает. Он знает, как это устроено. И достаточно. Легенда о Лапласе, якобы ответившем императору на вопрос о Боге, «Я не вижу необходимости в этой гипотезе». Эта легенда исполнена глубокого значения. Бог уже потребен лишь непосредственно существующим. Потребен не науке, а людям. Он создает величайшую из иллюзий нового времени – иллюзию полной, неотвратимой необходимости человеческого существования. Цель здесь все-таки присутствует уже в снятом виде, если присутствует вообще, но смысл твердо определенный есть. А там, где есть смысл, есть или может быть наука. Наука показала, что Солнечная система, когда-то называвшаяся центром Вселенной, на самом деле лишь ничтожно малая часть галактики. Часть системы, которую мы видим ночью и вспоминаем стихи Пастернака, и страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут Млечный Путь. Под другими вселенными поэт имеет в виду другие галактики. Их очень много. И они улетают друг от друга, что удалось установить, изучая спектр излучаемого ими света. Это следствие большого взрыва, который произошел 19 миллиардов лет назад. Стоит ли вообще заниматься космогоническими исследованиями? Что они в конечном счете обещают людям? На этот вопрос ответил замечательный астроном Шкловский.
мы узнаем тайну рождения Вселенной, причину Большого Взрыва, может быть, даже нащупаем другие Вселенные с другими наборами элементарных частиц, с другими законами природы и даже другими размерностями. А главное, из-за чего я и читаю эту лекцию, а главное, лучше поймем место человека во Вселенной. Вот в этом суть и перспектива. Итак, теперь известно, что наша галактика – одна из сотен тысяч миллионов галактик, которые можно наблюдать в современные телескопы, а каждая из этих галактик, в свою очередь, содержит сотни тысяч миллионов звезд. Такой увидел бы нашу галактику наблюдатель, живущий в какой-нибудь другой галактике. Наша галактика – это гигантское звездное скопление, имеющее около 100 тысяч световых лет в поперечнике. Она медленно вращается, а звезды в ее спиральных рукавах каждые несколько сотен миллионов лет делают примерно один оборот вокруг ее центра. Наше Солнце представляет собой обычную желтую звезду средней величины, расположенную на внутренней стороне одного из этих спиральных рукавов. А наша Земля, как заметил один философ, это маленькая замерзшая с двух концов скорлупка в глухом уголке одной из миллионов галактик. Уже ясно, что от наших отцов и дедов мы получили мир разделенный и неблагополучный. Они думали, что Земля – это дом, полученный в наследство, и делили его. Делят до сих пор. Думают, что он неподвижен, но Земля – это корабль. Он плывет среди звезд в будущее. Если команда будет продолжать себя вести вот так же, как себя вела, корабль просто погибнет. В тот момент, когда вы поймете, а, надеюсь, мы с вами уже поняли, что корабль надо чинить, и срочно, вот когда все это поймут, Земля будет спасена. На борту корабля «Земля» 6 миллиардов людей. Он перегружен. И главное, многие думают, что они пассажиры. Но это не так. Нет тут никого, кроме команды. Беречь корабль и друг друга – вот первая обязанность команды. Вторая особенность команды – понять, что мы в открытом море Вселенной и, может быть, никогда не встретим себе подобных. Что мы понимаем? Что мы вооружены и что сила у нас есть. Но пока, что скрывать, мы только ломали корабль, жгли доски его палубы и грелись. Не понимали значения солнца, ветра, волн. Наша общая задача – держаться вместе и плыть дальше. Либо мы на краю гибели, либо, если Бог даст, на пороге победы. Вот иного не дано.